Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. 9 октября в Сухуми в присутствии членов парламента, Верховного и Конституционного судов республики прошла инаугурация избранного президента Абхазии. В торжественной церемонии вступления в должность Рауля Хаджимба приняли участие общественные и политические деятели страны, иностранные делегации и многочисленные гости. Все подробности в репортаже Амелии Бисмарк. Перед инаугурацией вновь избранный президент Рауль Хаджимба и вице-президент Аслан Барцыц возложили цветы к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в Ишере. Инаугурация президента Республики Абхазия началась в 12 часов дня в Большом зале заседаний Кабинета министров. Официальную церемонию открыл спикер Народного собрания Валерий Кварчия. Позвольте от имени всего нашего народа сердечно поблагодарить всех друзей Абхазии и выразить уверенность в нерушимости тесных, плодотворных братских отношений между нами. Церемония вступления в должность избранного президента Республики Абхазия Рауля Джумковича Хаджимба объявляется открытой. Вновь избранный президент республики Рауль Хаджимба принес присягу на Конституции Абхазии. Тобазвейт, сымч сылша, схысықшыл, сыпстазаразыге, сыпсадгел, суажлар, рымац аура ишазысква. Сыжлар ирымтаны, снабачы иқалу амчра, хюнткарра а конституция, ехепи уи амш, вацпи уи апейпш, рыхчаразы, схы ишасырхо. Жлар рылых соайт, ипшо абрехаккы, сацхацны саныгала. Ян чаду сухойт, сыпсадгелы, суажлари, рымац аурачы амчры, алшары, сутарц. Спикер парламента Валерий Кварчия передал Раулю Хаджимба атрибуты власти: президентский штандарт, печать с изображением на ней государственного герба с надписью «Президент Республики Абхазия», шашку, символизирующую роль президента как главнокомандующего вооруженными силами, и национальный абхазский посох «Алабаща» как символ государственной мудрости. С этого момента Рауль Хаджимба официально вступил в должность президента Республики Абхазия. Глава государства обратился к собравшимся с торжественной речью. Дорогие друзья, вновь вступая в должность президента Республики Абхазия, я осознаю возросший груз ответственности перед народом за дальнейшую реализацию начатых реформ и позитивных изменений, доведение их до очевидных всем результатов.
За прошедшие годы было сделано немало. Нам удалось запустить целый комплекс преобразований. Выборы показали, что, несмотря на множество противоречий, нам удалось сохранить главное – стабильность и спокойствие. Мы стали более зрелым, более ответственным обществом, подчеркнул вновь избранный президент Абхазии. Я хочу призвать всех, каждого из нас, не спрашивать, что Абхазия может сделать для вас, а спросить, что мы, каждый из нас, может сделать для Абхазии. Нам необходимы квалифицированные кадры, нужны новые, яркие, прорывные идеи. Мы пользуемся абсолютной поддержкой Российской Федерации. В рамках реализации договора о союзничестве и стратегическом партнерстве достигнут значительный прогресс в сфере социально-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития инфраструктуры, укрепления общего контура обороны и безопасности, совместных внешнеполитических усилий, взаимодействие в области культуры, науки и образования. Укрепляется договорно-правовая база абхазо-российских отношений. Сегодня мы активно работаем над развитием морского и воздушного сообщения между двумя странами. Вектор на сближение с Россией незыблем и непоколебим. Абхазия остается важным игроком в процессе укрепления стабильности и безопасности в Кавказском регионе. Будем делать все для дальнейшего наполнения союзнических абхазо-российских отношений полезным для народов двух стран содержанием. Большой зал Кабинета министров Абхазии собрал представителей со всех районов страны. Здесь видны общественные и политические, научные и культурные деятели. Поздравить главу государства и народ в республику приехали высокопоставленные гости. Среди них руководители стран, представители различных ветвей власти, иностранных государств, главы представительских и иных органов. Народ вновь доверил полномочия президента Раулю Джумковичу Хаджимба. Голосование на состоявшихся выборах подвело итоги его деятельности, показав, что большинство избирателей, как и прежде, связывает с его именем перспективу дальнейшего поступательного развития страны. В пользу кандидатуры Рауля Джумковича Хаджимба говорила репутация целеустремленного, опытного и взвешенного руководителя, который не только прекрасно знает все стратегические задачи абхазской государственности, но и имеет четкое видение их решения. Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ольга Тимофеева поздравила Рауля Хаджимба со вступлением в должность. Москва рассчитывает на укрепление и развитие отношений между нашими странами, подчеркнула она. Признав 11 лет назад, в августе 2008 года, независимость Абхазии, наша страна гарантировала безопасность и суверенитет республики. Мы содействовали поступательному социально-экономическому развитию страны. С нашим участием в Абхазии реализуются многочисленные масштабные инвестиционные проекты, так будет и дальше. Республика Абхазия прошла очень большой путь в становлении государственности, институтов власти, развития национальной экономики, международных связей, науки, культуры. Со своей стороны Россия продолжит оказывать братскому абхазскому народу содействие в решении актуальных задач в экономике, обеспечении безопасности в регионе Южного Кавказа, укреплении международных позиций республики. Желаю вам, уважаемый Рауль Джумкович, новых успехов в государственной деятельности, крепкого здоровья, благополучия, всему абхазскому народу и каждому из вас, сидящим в этом зале, мира и процветания. Лучшим свидетельством того, что вы обладаете народным доверием, служит ваше переизбрание на пост главы государства, отметил министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, обращаясь к Раулю Хаджимба. Сделано многое, но необходимо сделать еще больше. И в этой работе Абхазия всегда может рассчитывать на Россию и, в частности, на Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа. Уважаемый Рауль Джумкович, хочу пожелать вам и всему народу Абхазии успехов и благополучия. В 2019 году в должность вступила посол Республики Никарагуа в Абхазии Альба Асусена Торрес Мехия. Также присутствовала на инаугурации. Несмотря на территориальное расположение, наши народы близки друг к другу, отметила госпожа посол. Ваше превосходительство, господин президент, я приветствую вас от имени правительства примирения и национального единства Республики Никарагуа, президента-команданта Даниэля Ортеги Сааведры и вице-президента Росарио Мурильо от имени всего никарагуанского народа.
Мы желаем, чтобы во время вашего пребывания на посту президента в Абхазии царили мир и процветание. Поздравительный адрес помощника президента России Владислава Суркова озвучил его коллега Алексей Филатов. Уважаемый Рауль Джумкович, примите мои поздравления с вступлением в должность президента Республики Абхазия. Вас по праву можно назвать авторитетным государственным деятелем республики, настоящим патриотом и верным союзником России. За годы самоотверженного служения Отечеству вы многое сделали для развития Абхазии и укрепления стратегических отношений между нашими государствами. Убежден, что высокие профессиональные качества, богатый опыт, ответственность и преданность долгу позволят вам эффективно решать сложные государственные задачи на благо своего народа, обеспечить дальнейшее развитие, благополучие и процветание республики. С поздравительным адресом прибыл и заместитель председателя Народного собрания Карачаево-Черкесской республики, большой друг Абхазии Муса Экзеков. Уважаемый Рауль Джумкович, от имени многонационального народа Карачаево-Черкесии и от себя лично поздравляю вас со вступлением в должность президента Республики Абхазия. Ваша убедительная победа на президентских выборах свидетельствует о доверии абхазского народа и признании ваших заслуг. Ваш профессионализм, знания, опыт мудрого политика и хозяйственника снискали уважение ваших сторонников и единомышленников. Пожелания мира, добра и процветания нашей республики по очереди озвучивали представители различных политических и общественных организаций. Этот значимый с исторической точки зрения день действительно собрал в Абхазии небезразличных к будущему нашей страны людей. Амелия Бисмарк, Томас Чиковани, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Видеозапись инаугурации избранного президента Абхазии Рауля Хаджимба смотрите в нашей вечерней программе сразу после информационного выпуска Амшек Шара. Многочисленные гости, прибывшие в республику на официальную церемонию вступления в должность Рауля Хаджимба, отмечали историческую значимость этого события. Желали абхазскому народу мира и процветания. Сегодня в очередной раз мы свидетели того, как Абхазия идет по пути развития демократических институтов. Сегодня мы с радостью поздравим вновь избранного президента со вступлением в должность. Пожелаем ему успешной работы на благо Абхазии. Мы, как представители Луганской Народной Республики, участвовали как наблюдатели на выборах и присутствовали на первом и на втором туре. Хотелось бы отметить высокий уровень проведения выборов, демократичность, возможность людям высказаться. Были созданы абсолютно все условия. Тогда мы отметили тот факт, что у людей была возможность и была очень хорошо организована работа избирательных комиссий. И я хочу вначале поздравить народ Абхазии с проведенными выборами, с демократическими выборами. Это показывает степень развития государства, уровень общества в Абхазии. И, безусловно, такой замечательной республике хочется пожелать развития, хочется пожелать, чтобы следующие 5 лет были годами бурного развития, чтобы создавались условия, при которых республика все больше и больше принимала гостей, чтобы развивались города и чтобы благосостояние абхазского народа только развивалось. Хочется вас поздравить с праздником. Это праздник для всего абхазского народа, для всех людей, потому что президент, он олицетворяет власть и интересы, будет представлять интересы всего абхазского народа. Мы думаем, что те давнишние традиции между абхазским и осетинским народом, они будут еще крепче, благодаря личному авторитету Рауля Джумковича. Приехали сегодня с таким желанием, с огромным. Наш земляк второй раз получает этот пост в результате большинства населения, которое его поддержало. Только самого наилучшего. Но ему большого терпения, большого здоровья. После внесения атрибута власти в кабинет президента Республики Абхазия началась церемония приема гостей, представителей делегаций, прибывших в республику для участия в инаугурации Рауля Хаджимба. Подробности в репортаже на Алыкове.
Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил Рауля Хаджимба с переизбранием на пост президента, отметив, что данное событие еще раз подтверждает факт становления абхазского общества как демократического и политически зрелого. А что касается отношений между братскими республиками, то они и далее будут развиваться в положительном ключе. Я еще раз заверяю вас в неизменности курса на сближение наших народов, в неизменности курса на те отношения, которые у нас сложились и складываются веками, теплых, братских отношений. И заверяю вас, Рауль Джумкович, что в дальнейшем мы все будем делать, и российская сторона, и без сомнения вы будем все делать для того, чтобы эти отношения наращивались, эти отношения становились ближе, теплее, лучше, и чтобы они развивались. Рауль Хаджимба поблагодарил Анатолия Бибилова за участие в церемонии инаугурации, отметив, что поддержка братского осетинского народа в этот важный для Абхазии день особенно важна. Те отношения, которые складываются между нами, это отношения двух братских народов, прошедшие очень сложный путь, и впереди, мы об этом говорили, очень много важных задач, которые должны мы решать совместно и выстраивать те отношения, которые будут полезны для наших народов. Я уверен, что цели, которые вы для себя ставите, они будут достигнуты, как все стрелы, которые должны быть выпущены, которые должны попасть в цель. Спасибо. 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 Затем Рауль Хаджимба принял депутата Государственной Думы Российской Федерации Константина Затулина, который, поздравив президента с вступлением в должность, отметил, что Государственная Дума готова поддерживать любые соглашения, достигнутые между нашими странами. Мы постараемся, я уверен, в Государственной Думе сделать все необходимое для того, чтобы поддержать любые соглашения, которые наша власть с вами подписывает с Абхазией. Уже вот вчера на заседании нашего комитета по делам СНГ мы направили на рассылку внесенные правительством соглашения по товарам и услугам, подписанное, то есть будет ратифицировано это все. Все те усилия, которые прилагаются российской стороной, я уже говорил, вот сегодня отмечал, они как раз-таки способствуют тому, чтобы Абхазия состоялась. Это помощь, которая оказывается нам в финансовом отношении и вообще в целом по всем направлениям нашей деятельности, начиная от вопроса обороноспособности нашего государства. Это очень значимые процессы для нашей маленькой страны. И вектор нашего сотрудничества с Россией, он неизменен. Принять участие в церемонии инаугурации вновь избранного главы государства в нашу республику прибыли многочисленные делегации и гости, среди которых начальник управления президента России по приграничному сотрудничеству Алексей Филатов, депутат Государственной Думы Александр Ющенко, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Президент ДНР отметил, что отношения между двумя республиками будут и далее развиваться, ведь у наших стран и народов есть много общего. Как я неоднократно уже говорил, у нас общие друзья и общие враги. И, конечно же, целесообразнее двигаться вместе, плечом к плечу, и чтобы наши взаимоотношения, которые есть на данный момент, они просто только развивались и улучшались, конечно же, всячески способствовать этому я готов и, конечно же, уверен, что и ваш курс будет продолжен, вот то, что у вас получается сплотить вокруг себя все политические силы, и мнение народа, это, конечно же, очень является важным. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Рад. На память. Спасибо большое. Рауль Хаджимба принял и других гостей церемонии инаугурации: председателя Конституционного суда Республики Северная Осетия Алания Станислава Кисаева, министра культуры по вопросам молодежи и туризма Республики Арцах Лерника Аванесяна, министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнега, председателя Государственного совета Хасы Республики Адыгея Владимира Нарожного. Хочу сказать, что народ Адыгеи очень трепетно всегда относился к родной Абхазии. Я не случайно в своем выступлении сказал, значит, наши дорогие родные братья и сестры. Я хочу сказать, выразить вам слова глубокой благодарности
сегодня вот народа Республики Адыгея, вот ваше внимание к тем вот представителям Адыгеи, кто стал, значит, на защиту Абхазии, вы никогда ни на одну йоточку не отходили, когда посещали республику, чтобы не посетить, наверное, сегодня, наверное, вот те места, где, наверное, они связаны сегодня с героями Абхазии, с семьями героев Абхазии. Это очень и очень дорого стоит. Отношения с Адыгеей – это не просто отношения. Это наши братские близкие народы, люди, которые связаны тесными узами. И мы хорошо помним, как наши братья первыми, одними из первых поднялись на защиту Абхазии. И сегодня мы продолжаем эти отношения выстраивать. И многое что сделано и в вопросах наших взаимоотношений, культуры, образовательной сфере, экономики. И эти процессы нужно нам еще более активно внедрять. Кроме того, президент встретился с чрезвычайным и полномочным послом Никарагуа в Абхазии Альба Асусене Торрес Мехия, заместителем председателя Народного собрания Карачаево-Черкесской республики, председателем Высшего совета ВААК Муссо Экзековым и заместителем председателя парламента Чеченской республики Шаидом Жамалдаевым. Наала Кови, Степан Мартиросян, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение. До начала инаугурации Рауль Хаджимба встретился с министром Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым. Сергей Чеботарев поблагодарил Рауля Хаджимба за внимание к вопросам реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию и отметил, что для него большая честь принимать участие в церемонии инаугурации президента Республики Абхазия. Гостей, прибывших на инаугурацию президента, принимали и в стенах Народного собрания Абхазии. Спикер парламента Валерий Кварчия встретился с коллегами из Чечни, Адыгеи и Приднестровья. Репортаж Сарии Кварацхелия. Первыми спикер парламента Валерий Кварчия принял делегацию из Чечни. Приветствуя гостей, спикер выразил уверенность в нерушимости дружественных отношений между двумя республиками. В наше время, в новейшей истории, между Чечней и Абхазией сложились очень совершенно братские, дружественные, союзные отношения. До войны, до абхазо-грузинской войны, до развала СССР, уже если отношения старые были прерваны, то появились новые отношения. Заместитель председателя парламента Чеченской республики Шаид Жамалдаев поблагодарил Валерия Кварчия за приглашение и пожелал абхазскому народу стабильности и процветания. Мы признательны. Если бы даже не пригласили, мы бы, наверное, приехали. Спасибо за приглашение. Всех благ, удачи вам. Дай Аллах, чтобы народ все-таки и руководство было едино, консолидировано. Дай Аллах, чтобы у вас все было благополучно. Мы это говорим искренне, мы за этот народ, за это государство переживаем. Оно нам близко. Мы чувствуем, сочувствуем, страдаем, радуемся вместе с вами. Затем спикер парламента принял делегацию из Адыгеи, которая также прибыла в Абхазию для участия в инаугурации президента. Сегодня действительно у вас очень замечательное мероприятие, от которого, наверное, сегодня оно уже произошло, но вступая в должность президента, мы вот стоим рядышком, как говорится, глава республики Адыгея Мурат Карибович Кумпилов. Ну, самое, что ни на есть теплое, я вот приветственный адрес передал, там теплейшие слова брату, сегодня коллеги, вот в этом послании сказаны очень теплейшие слова сегодня. И, конечно же, и народу Абхазии. Разделить эту радость вместе с нами за высокие слова поздравления, которые вами озвучены от имени президента Адыгейской республики Кумпилова, которого мы очень уважаем и любим, знаем. Не раз он нас посещал. Я думаю, много раз еще будут состояться на разных уровнях встречи. В этот же день состоялась встреча спикера Народного собрания Валерия Кварчия с парламентской делегацией Приднестровской Молдавской республики. Сария Кварацхелия, Руслан Орлов, Абхазское телевидение.
Одновременно с церемонией инаугурации президента Абхазии политическая партия Амцахара проводила собрание расширенного актива и представителей оппозиции, которые не согласны с итогами прошедших в стране выборов. Участниками встречи была принята резолюция. Саид Жарсали продолжит тему. В собрании расширенного актива Политсовета Амцахара приняли участие представители оппозиционных сил, общественные деятели, депутаты Народного собрания. С основной речью выступил лидер партии Алхас Квициния. Назвать то, что происходит там инаугурацией, нам не позволяет ни закон нашего государства, ни закон справедливости, которые были грубо нарушены действующей администрацией, как на протяжении всей своей деятельности за последние 5 лет, так и в ходе прошедших выборов. За действующую власть проголосовало 39 793 граждан. Это при том, что 43 268 наших граждан, внесенных в списки избирателей, вообще не пришли на голосование. Пусть никого не смущает решение Верховного суда. Этот шаг в пропасть, который некоторые судьи Верховного суда Абхазии сделали под давлением власти. На заседании Верховного суда решался не просто вопрос о легитимности прошедших выборов. По сути дела, страна сдавала экзамен на состоятельность правового государства. К сожалению, экзамен провален. Последствия этого провала еще долго будут лежать разрушительным негативом на нашем обществе и государстве. В своем выступлении депутат Народного собрания Рауль Лолуа отметил, что впереди у оппозиции сложный, но законный путь, который будет включать в себя митинги, акции и шествия. По мнению депутата, необходимо сделать анализ всех ошибок, которые были допущены за 5 лет, и предложить народу реальные изменения. А лидер партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба считает, что ближайшая задача оппозиции – это провести как можно больше своих сторонников в парламент и сделать этот орган независимым источником власти. Нужно все осмыслить и выстроить свои действия на будущее. Положительным фактором я отношусь то, что оппозиция смогла объединить значительные силы, политические силы, которые есть в нашей стране, и все-таки показать, что идет рост политического сознания в нашем обществе. Потому что нынешняя оппозиция, в отличие от многих других факторов, которые имели место прежде, не стала идти незаконными путями, не стала ломать окна и двери, врываться в государственные учреждения, а пошла путем законным, конституционным, показывая пример всем другим политическим силам на будущее, что нужно добиваться своих политических целей исключительно законным мирным путем. В завершении заседания члены актива партии Амцахара приняли резолюцию, согласно которой они не признают итоги прошедших 8 сентября в Абхазии выборов. Саид Жарсали, Алексей Баструков, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. Водоканал города Сухум сообщает, что с 0 часов 10 октября до 8 часов вечера, кроме района Турбазы, по всей столице будет прекращена подача питьевой воды в связи с ремонтными работами по замене водопроводных труб по улице Сахарова. Ну а сейчас о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 12-17, днем 21-26 тепла. Температура морской воды плюс 22. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.